ребята хоть куда и ко всему причастны на земле, но о себе нигде и никогда не говори в единственном числе. Хвалите нас, ругайте нас. Сегодняшний фильм «Большая перемена» мог бы начаться именно так. Звуки другие, но вот песня актуальна до сих пор. Это новое поколение. Они называют себя представителем рабочего класса и молодыми профессионалами, которые хотят громко заявить о себе в международном формате. Кто же они такие, представители рабочих профессий сегодня? С ними мы и познакомимся в нашей большой перемене. Я всего один из вас. Меня зовут рабочий класс. Так, Айсура Нуруддинова одна из тех, о которых в спорте сказали там чемпионка, победительница, олимпийская чемпионка. Как бы ты себя назвала, какой у тебя титул в твоей рабочей профессии? Мой титул – я чемпионка России по ресторанному сервису. Есть ли во всем вот этом какие-то сантиметры, миллиметры, которые вы должны учесть? Когда мы сервируем приборы, мы должны отходить, вот, например, 2 пальца от края стола. Мы должны вот так поставить пальцы. Проверяем. Самая твоя сильная сторона вот в такой сервировке и самая слабая? Самая сильная сторона, я бы сейчас уже сказала, что симметрия, потому что я уже научилась держать симметрию. А слабая сторона, наверное, это расположение бокалов, потому что каждый раз, когда мы уже сервируем, каждый раз мы сервируем по-разному, и каждый раз мы должны учитывать удобство для гостя. Когда в твоей жизни произошла вот такая перемена, я хочу заниматься именно этим? На самом деле, это был такой выбор случайный. Как? У меня не хватило баллов ЕГЭ, чтобы поступить туда, куда я хочу. И я нашла этот техникум в интернете, нашла эту специальность, и мне стало дико интересно. Изучала, например, будет эта профессия востребована или нет? Или вас заменят роботы вот в ближайшее время? Да. Тебе вообще это интересно? Будет ли у тебя профессия дальше? Конечно, потому что уже сегодня эта профессия очень востребована. Потому что даже когда мы вот участвуем в различных конкурсах, у нас огромная конкуренция уже между участниками. Это только в Казани. А когда мы уже вышли на Россию, там было уже 13 конкурентов, 13 сильнейших участников из своих регионов. И когда я все это увидела своими глазами, я уже точно знала, что вот она, вот эта профессия никогда не исчезнет. Вокруг тебя, возможно, твои одноклассники находятся, учатся получать высшее образование, но профессия у тебя менее престижная, вот скажем так. Но, знаете, изначально у меня были такие мысли. Мне было не по себе, потому что я хорошо училась в школе, и я думаю, если я и дальше буду изучать это, дальше буду прям с любовью относиться, я стану намного круче, чем мои сверстники. Ага. А кем ты себя видишь в будущем? Вижу себя человеком, наставником, тренером, который будет уже вдохновлять других участников, потому что вот этот чемпионат, который пройдет в Казани, изменит восприятие и отношение к рабочим профессиям. Кто самый сильный в ресторанном сервисе? Какая команда? Страна? Какая страна, да. На самом деле все страны, можно сказать, Европы в этом очень сильны, потому что сервис в Европе знают все. Когда я была в Италии на конкурсе после финала, я увидела итальянскую жизнь, итальянский сервис, и мне стало так обидно за свою страну. Как родители отреагировали вообще на выбор твоей профессии? Когда я закончила 9 класс, они мне сказали: «Казам, давай получи рабочую профессию». Да, было, конечно, не по себе, потому что я считала, что это позор, но когда уже я вот углубленно начала изучать, и у меня уже мои друзья, знакомые знают, что я занимаюсь ресторанным сервисом, они уже зовут свои заведения. Мы проходим разные тренинги по стрессоустойчивости, по командообразованию, по экстремальная профессия. Да, по самодисциплине, потому что работаем с гостями, а гости бывают разные, и мы должны быть настолько профессиональны, что могли бы даже, не знаю, остановить, например, апокалипсис, можно сказать. Очень сильно мы нервничаем, но потому что по-другому пройти на мировой чемпионат, показать себя и выступить за Россию, это не знаю даже, как это сказать, это огромная ответственность и огромная гордость представить страну. И после уже мирового чемпионата, мне кажется, я очень в это надеюсь, изменится прям восприятие и отношение к рабочим профессиям. А я всего
один из вас. Меня зовут рабочий класс. А я всего... Придали данной профессии много новых фишек, это стало выглядеть очень красиво. Это перестало быть просто классикой какой-то. Принеси, подай. Это стало очень изысканно. Тебе часто приходится скрывать, какую профессию ты получаешь? Ни в коем случае. Я очень горжусь тем, чем я занимаюсь. Я очень сильно полюбил это дело, я начал кайфовать. Если бы в чемпионат привлекалось бы больше предпринимателей, не только профессионалов своего дела, но и людей, которые занимаются той или иной сферой, сами как бизнесмены, тогда бы привлечение работодателей было бы намного больше. То есть, ну а сейчас, например, сколько человек тебе могут предложить работу? Я думаю, что человек 4 будет. У меня есть одна из самых заветных мечт. В России нет ни одной звезды Мишлен. И это и есть одна таких реальных мечт, которые хотелось бы добиться и показать миру, что в России есть высший сервис. WorldSkills, сборная России, представитель Татарстана. Насколько эта команда может удивить мир в Казани? Я вам скажу, что то, что вкладывается в участников, это нереальный опыт. Это реально на высшем уровне, и я думаю, что ни в одной стране нашего мира нет такой подготовки, как у нас. И не зря на протяжении нескольких чемпионатов, от чемпионата Европы и мира, Россия занимает в общем зачете первое место. Несмотря на то, что WorldSkills в России совершенно очень короткий промежуток времени, но Россия показывает уровень, она показывает то, что мы можем всех сделать.